В конце 40-х годов 17-го столетия гетьман войска Запорожского Богдан Хмельницкий в союзе с Крымским ханством выступил против Речи Посполитой. За битвой на Желтых водах последовала Корсунская битва, затем битва за западноукраинские земли под Пилявцами и далее осада Львова и Замостья. Не секрет, что Богдан Хмельницкий был обязан своими военными победами крымским аскерам. Это были профессиональные воины под руководством талантливого военачальника Тугая Бея Аргинского. К сожалению, роль крымско-татарского полководца еще не оценена по достоинству, а между тем без него не произошли бы события, вошедшие в историю как освободительная война. Под руководством же не менее талантливого стратега и воина Хмельницкого в большинстве своем были люди, которые не проходили военного учения и не имели военный опыт. Это были простые крестьяне, восставшие против польской шляхты, и лишь немного реестровых казаков из регулярной армии. Битва под Корсунью – показательный пример. Считается, что она была крупнейшей победой Богдана Хмельницкого. Битва действительно вызвала серьезный резонанс. Большая часть армии Речи Посполитой была разгромлена, а коронные гетьманы попали в плен крымцам. Именно то, что гетьманов и представителей польской шляхты себе в плен забрал Тугай-бей, явно говорит о том, что не Хмельницкий, а именно он в эти годы был настоящим полководцем восставших казаков. Безусловно, Хмельницкий – герой своего времени, который стремился любыми способами восстановить мир, свободу и благополучие на своей родине. Он использовал любую возможность, чтобы отстоять право своего народа на самоопределение. Однако и национальные герои не всегда оставались верны своей клятве. Весной 1648 года в Бахчисарае Хмельницкий идет на все, чтобы добиться расположения крымского хана, и последний дает ему в помощь 20 тысяч воинов. Но уже при осаде Львова гетьман начинает вести свою игру. Он вторично отправляет своих послов в Московию для ведения переговоров с царем о союзе.
пытается переманить на свою сторону богатую украинскую шляхту в лице князя Еремея Вишневецкого и киевского воеводы Адама Киселя. Но главное, сразу же после взятия Львова он тайно от своих союзников крымских татар, которым был многим обязан за последние месяцы войны, заключает с поляками мир. «20 мая 1648 года в Варшаве умирает король Владислав IV. Польский сейм довольно долго выбирал нового короля. Наконец, 20 ноября 1648 года единогласно был избран королем Ян Казимир. Именно эту кандидатуру активно поддерживал Богдан Хмельницкий. Почему именно Ян Казимир? Что могло связывать казацкого лидера с вероятным кандидатом на трон Речи Посполитой? Ряд современных историков приходит к выводу, что Ян Казимир дал казацкому гетьману тайные гарантии. Как бы там ни было, а большинство источников сходятся к тому, что поддержка Хмельницкого сыграла важную роль в избрании именно Яна Казимира. Приход к власти Яна Казимира ободряла Хмельницкого. Теперь он надеялся, что в Варшаве у него есть союзник в лице самого короля. И теперь с ним не воевать нужно, а договариваться. Сохранился документ, согласно которому Хмельницкий еще в ноябре 1648 года под крепостью Замостье взамен на свою поддержку выставил Яну Казимиру ряд условий. Объявить всеобщую амнистию, увеличить реестр, то есть число казаков на официальной службе Речи Посполитой до 12 тысяч человек. Они же будут защищать рубежи государства. Дать казакам возможность в любое время и по их желанию выходить в море и самим избирать своего гетьмана, который в свою очередь будет подчиняться напрямую королю. А главное, Хмельницкий не забыл о себе. Он просит в Украине староства с земельными угодьями, которую он сам себе выберет. Эта должность обеспечила бы ему неплохие доходы. Видимо, гетьман получил удовлетворительный ответ от Яна Казимира, так как, не дожидаясь конца официальных переговоров, снял осаду Замостья и возвратился домой, повелев крестьянам в своем войске вернуться к мирной жизни. Однако мир между казаками и поляками не мог быть прочным. Несмотря на контакты украинского гетьмана и нового короля, каждая из сторон наращивала силы и готовилась к войне. Уже зимой 1649 года король Ян Казимир огласил решение наступать на повстанцев с фронта и тыла. Как только война была объявлена, в королевской канцелярии поспешили вручить шляхтичу Забуйскому гетьманские клейноды и провозгласили его новым гетьманом войска Запорожского, тем самым объявив Хмельницкого вне закона. На этот раз в Варшаве к войне готовились тщательно. Там еще не забыли позорного поражения под Корсунью и Пилявцами. На этот раз силы королевской армии должны были возглавить главнокомандующий Адам Ферлей и новый коронный гетьман Станислав Лянскоронский. На юге Волыни ждал 40-тысячным войском князь Еремей Вишневецкий. Со стороны Белоруссии вел коронное войско в 50 тысяч человек гетьман литовский Януш Радзивилл.
стороны, Хмельницкий спешно собирает войска, но еще до начала мобилизации он шлет письма в Бахчисарай вельможам и Калге-Султану с просьбой повлиять на решение хана и оказать украинцам военную помощь. В письмах Хмельницкий пишет, что поляки нарушили свое слово и как только узнали, что Тугай-бей со своим войском ушел в Крым, стали готовиться к наступлению на казаков. Хмельницкий, ссылаясь на верные источники, писал, что Ян Казимир поставил своей целью не только подавить казаков, но и идти далее на Крым. Он также сообщил, что поляки ищут разные способы, чтобы разорвать союз гетьмана с ханом, но он, Хмельницкий, всегда останется предан клятве, которую давал в Бахчисарае хану Исламу Гераю III. В Крыму откликнулись на просьбу гетьмана. На этот раз к нему присоединился сам крымский хан Ислам Герай III со своим войском, а это значительно повышало статус войны. Речи Посполитой предстояло воевать не просто с казаками и татарскими полками под руководством сираскиров, а с монархом сильного государства, которому Варшава долгое время платила налоги. Стратегический план гетьмана и хана был хорошо продуман. Главный удар Хмельницкий планировал нанести по Подольско-Волынской группе войск Речи Посполитой, идя на запад тем же маршрутом, что и годом ранее. А в случае успеха планировалось идти до реки Вислы и остановиться между Варшавой и Краковом. Ни про союз с Ислам Гераем, ни про намерения украинского лидера в Варшаве ничего не знали. Хмельницкий предпринял все меры предосторожности. Даже старшина, не то чтобы рядовые казаки, не знали, когда и куда выступят. Стратегия военной кампании Речи Посполитой была похожа с украинской. Вольный гетьман Януш Радзивилл предложил взять Киев и Чернигов и выйти в тыл Хмельницкому. Главный удар должны были нанести коронные войска, которые стояли на Волыни и Подолье. Вперед выступили войска под командованием Адама Ферлея. Под Константиновым к ним должны были присоединиться войска Станислава Лян-Скоронского. Сюда же должен был прибыть с войском и сам король. А после планировалось развернуть широкое наступление на Киев и Белую Церковь, а оттуда на сердце Гетьманщины, Чигирин, Корсунь и Черкассы. По сути, армии противников должны были двигаться друг другу навстречу. 4 мая гетьман выступил из Чигирина. Он медленно продвигался, ожидая приближения с юга крымского хана Ислама Герая во главе многочисленной армии. Основные силы крымского хана выступили из Крыма 23 мая, переправились через Днепр возле Ислам-Кермана и пошли на соединение с украинцами. Встреча Ислама Герая и Хмельницкого произошла в начале июня в городке Животово. Гетьман со своими полковниками выехал в крымско-татарский лагерь. Здесь, в белом ханском шатре, состоялись переговоры. Гетьман предлагал объединить войска и совместно идти на Волынь, но стараниями умного и дальновидного политика ханского визиря Сефера Гази было решено, что крымские аскеры и казаки пойдут отдельно друг от друга и соединятся под Сбаражем. Это не входило в планы гетьмана, но он вынужден был согласиться. Крепость Сбараж была выбрана не случайно.
Ханская разведка уже сообщила, что именно в Сбараже с 40-тысячным войском находится князь Вишневецкий, личный враг Хмельницкого и военачальник Адам Ферлей. Еще до того, как противники укрылись в Сбаражском замке, гетьман убедил крымского хана объединить украинские и крымско-татарские силы и пойти на юг Волыни. Это контрнаступление оказалось эффективным. Таким образом, Братславский полк Данилы Нечая при поддержке аскеров Ширинского бея отвоевали Острог. Черниговский полк Мартына Небабы и аскеры Халилбея взяли Заслав. Белоцерковский полк Михайла Громыки с крымцами Шарфлан Мурзы овладели Корцевым. Ирклийский полк Филона Джаджелия вместе с воинами Карачбея успешно освободили город-крепость Меджибош. Совместными действиями крымцев и казаков был сорван план поляков. Моральный дух польской армии заметно упал, и вместо изначально выбранного польским командованием главного опорного пункта в Константинове, где должна была соединиться армия в целях безопасности, был выбран Сбаражский замок, то есть значительно западнее, чем планировалось. Итак, Сбаражский замок был выбран военачальником Ферлеем. За короткий период сюда подтянулись Александр Конецпольский, Станислав Лянц-Коронский, Николай Остророг, князь Корецкий, Ежи Калиновский. Но главное, сюда со своим войском пришел воевода князь Еремей Вишневецкий. Все они были представителями польской аристократии. В общей сложности в замке собрались как минимум около 40, по другим данным, около 30 тысяч коронного войска, не считая местных жителей и тех, кто убежал под защиту замка на время военных действий. Именно их и стали использовать для земляных и ремонтных работ. Ярема Вишневецький разом з своїм приватним військом в чисельності близько 6 тисяч шабель приєднався до учасників, які захищали Збаразький замок з сторони півночі, з сторони Шимковець-Колодна. І коли він прийшов до Збаразького замку на допомогу польським військам, польське військо дуже зраділо, тому що чисельність армії, яка була на той час у Збаразькому замку, налічувала близько 9, за різними джерелами, 12 тисяч воїнів. Сбаражский замок был довольно мощной цитаделью. Он мог удерживать длительную осаду. Сегодня Сбаражский замок является архитектурной жемчужиной Тернопольской области и визитной карточкой города Сбараж. Замок у Збаражі був споруджений при кінці 16-го, на початку 17-го століття за проєктом відомого італійського архітектора Вінченцо Скамоці. Цей проєкт був замовлений у відомого майстра, коронним конюшем, власником цього замку Христофором Збаразьким. Проєкт виконаний Вінченцо Скамоці у 1615 році, опублікований в його книзі «Ідея загальної архітектури». Замок представляв собою регулярний замок з 4 наріжними бастіонами. І по кутках вони знаходилися для забезпечення обороноздатності замку. В центральній частині замку знаходився палац, який був модернізований за проєктом відомого італійського архітектора Матео Кастелло. Матео Кастелло в свій час був королівським архітектором, будував ряд замків в Польщі і на запрошення власника Збаража Юрія Збаразького він виконав адаптацію проєкту Вінченцо Скамоці до реальних умов Збаража і був споруджений цей палац, який ви можете побачити зараз в Збаражі, адаптація Матео Кастелло. Перед началом выступления Ислам Герай узнал, что гетьман дал тайный указ миргородскому полковнику Матвею Гладкому идти в авангарде крымско-татарской конницы и следить за действиями татар.
Подобное положение вещей оскорбило хана, но возникшее недоразумение сгладил ханский визирь Сефер-Гази. Он убедил хана не обращать на это обстоятельство внимания, ведь Ислам-Гераю еще предстояло сыграть решающую роль в грядущих событиях. Союзники шли на Сбараж быстро и тайно. Необходимо было убедить поляков, что Хмельницкий отдал приказ идти к местечку Чалганский камень, поэтому польские военачальники не знали про местонахождение украинского войска и намерения его руководителей. В письмах того периода содержатся жалобы на отсутствие информации про действия украинской армии. И это при том, что полки не догадывались, что союзник Хмельницкого на этот раз сам крымский хан. На рассвете 28 июня 1648 года часть крымско-татарской конницы переправилась через реку Случ и соединилась с частью казаков вблизи Сбаражского замка. Возможно, именно здесь, на этом самом месте, был разбит лагерь Ислама Герая III. Вечером того же дня хан собрал военный совет. Придворный историограф Хаджа Синаи, который находился в ханском лагере, подробно описывал эти события. Он писал, что в тот же день поспешно прибыли полки запорожских казаков и соединились с аскерами. На совете пришли к общему мнению, что не стоит идти на штурм Сбаража. Крепость хорошо укреплена. Она окружена несколькими кольцами рвов и к крепостным стенам пристроены амбразуры, бастионы и башни. К тому же она оснащена большим количеством осадных пушек и пушек Зурбазан. Так что ни пехоте, ни коннице не оставили возможности приблизиться к крепости ни с одной из 4 сторон, писал Синаи. Их готовность во всех отношениях полная, торопиться тут не следует. Крымские миры и военачальники предложили хану окружить крепость, тем самым запереть все выходы из замка, сделать подкопы с 4 сторон, построить полевые бастионы и вышки, установив на них осадное оружие, постоянно вести обстрелы, чтобы лишить противника покоя и отдыха. К тому же время будет работать против осажденных. У них будет заканчиваться фураж и провиант. План был одобрен. В воскресенье, 29 июня 1649 года, дозорные на стенах замка пришли в ужас. Словно из-под земли вокруг Сбаража выросли казацкие и татарские полки. По утверждению украинского историка Юрия Мыцика, около 3 часов дня татарско-украинская конница неожиданно появилась под Сбаражем со стороны Вишневца. Через своих парламентеров союзники предложили Вишневецкому сдаться, но тот презрительно отказался. Спустя некоторое время утреннюю тишину неожиданно разорвали выстрелы. На стены крепости упали первые ядра. В этот день состоялась первая битва под Сбаражем. Согласно крымскому историку Синаи, в бой первой пошла крымско-татарская конница во главе с племянником хана, молодым шейхзаде Мурат-Герай Султаном. По утверждению историка Мыцика, крымцы с частью казаков ударили по правому крылу полка Еремея Вишневецкого. Этот полк выстроился в боевом шахматном порядке. Сначала татары потеснили силы Вишневецкого, но им на помощь пришли 4 хоругви из частей Александра Конецпольского, которые стояли в центре, но и им не повезло. Они были окружены татарско-украинским войском. Відомо, що керував обороною фактично Анджей Фірлей, але дійсно керівником цієї операції, цієї військової оборони був якраз Ярема Вишневецький, полки якого знаходилися на найбільш вразливому місці, це починаючи з північно-східної і до східної сторони,
це якраз той відтинок оборонної лінії, де стояли полки Фірлея і полки Єреми Вишневецького. Далі розміщувалися хоругви Остророга, Лянскоронського, Конецпольського і так якраз до початку Збаразького ставу. Ці хоругви зменшувалися в кількості, тому що було дуже багато вбитих і поранених. В зв'язку з тим лінія оборони постійно зменшувалася. Всього було споруджено 4 лінії оборони, і полки, хоругви оцих воєначальників, яких я сказав, постійно відсувалися назад до Збаража, і таким чином кільце оборони зменшувалося. На 4-ту лінію оборони оборонні конструкції в полях знаходилися на відстані не далі, ніж 500 метрів до самої цитаделі, до самого замку. Тому що джерела описують, що окремі ядра з гармат долітали до самого палацу. Дальність польоту тогочасної гармати була не більше 500 метрів, тому ми припускаємо, що оборонні лінії проходили в безпосередній близькості до самого замку. Первый бой принес победу татарско-украинскому войску. Союзники восприняли это как добрый знак, который был предвестником успеха всей кампании. Вечером того же дня к стенам Збаража подошли главные силы крымцев во главе с самим крымским ханом Исламом Гераем III и встали лагерем под Збаражем. На следующий день Вишневецкий не решился вступать в бой. Он надеялся на скорую помощь со стороны короля. Союзники же начали палить по стенам замка из пушек, наводя ужас на осажденных. Тогда еще в замке не знали, что для них началась мучительная 7-недельная осада. Во вторник крымцы и казаки с раннего утра и до самого вечера обстреливали Збараж с 4 сторон. Но когда союзники ударили в барабаны, извещая прекращение обстрела, поляки сделали попытку напасть на пушки казаков. Но тут же были отбиты. Согласно очевидцу событий Синаи, Хмельницкий с основным войском подошел под Збараж в среду 2 июля. В тот же день гетьман и крымский хан собрались на общем совете. Было решено продолжить осаду замка и по возможности засыпать грунтом глубокие рвы вокруг крепостных стен. Татарско-украинское войско полностью блокировали Збараж. А уже на следующий день, 3 июля, с юга прибыли дополнительные акерманские, буджакские и румелийские ханские войска во главе с военачальником Айтемирбеем. Ободренный татарской поддержкой, Хмельницкий неосторожно пообещал крымскому хану, что уже на следующий день будет ужинать в Збараже. Однако он явно недооценил мощность крепостных стен и сил осажденных. Хан предупредил, что не следует идти на штурм, однако на следующее утро Хмельницкий отдал распоряжение начать наступление.